Чего вам нужно, РТС? В этом ролике будет много информации про события в Республике Коми и несколько кадров из жизни гимназиста. Слушайте внимательно, приятного просмотра. Во дворе уже февраль, а значит экзамены близко, как эта телевышка к моей комнате. Учеба, спорт, мероприятия и цели. Все расписано. Хорошо, что рядом с классами сделали небольшие зоны отдыха, где можно готовиться в тишине к экзаменам перед уроками и после уроков. Подготовку к экзамену отлично дополняет олимпиада по предмету. Я выбрал литературу и по ней же написал олимпиаду. В задании номер 5 был вопрос по направлению футуризм. К сожалению, я так и не вспомнил авторов и произведения этого направления. После олимпиады уже посмотрел в интернете и запомнил. Но закрепить знания про футуризм не помогла викторина «Арт-квиз». Викторину проводили сотрудники журнала «Арт». Участвовало 6 команд. Нам удалось занять второе место. Самые интересные вопросы были связаны с этнофутуризмом. В таком стиле выполнены иллюстрации журнала. Мастерами этнофутуризма в Коми являются Юрий Лисовский и Павел Микушев. Предлагаю полюбоваться несколькими картинами. Обложка к этому видео связана с одним значимым событием. Я побывал на встрече с пилотом первого класса Евгением Новоселовым. Он со своим напарником Андреем Ломановым в 2010 году совершил аварийную посадку на неисправном самолете в селе Ижма. Никто из 9 членов экипажа и 72 пассажиров не пострадал. Сам Господь направил их на эту полосу. За этот мужественный поступок ему присвоили звание Героя Российской Федерации. Мне удалось с ним пообщаться и спросить несколько вопросов. Видите ли вы во снах эту посадку? Ну, во снах именно вот эта посадка, она мне ни разу не снилась. Но мне часто снится кабина, вот я лечу, а не знаю, куда сесть. Вот именно вот такое бывало неоднократно, да. Поэтому я уж не знаю, связано это с этим случаем или нет. Но вот именно бывало такое, что вот сон снится, я лечу за штурвалом в кабине, а вот сесть не знаю куда. Я уже, честно говоря, не помню ее реакции. Ну, мама есть мама. Конечно, она внутри переживала, а так она явно ничего такого беспокойства не выразила. Сказала: молодец, сынок. И какой у вас был следующий рейс, когда вы полетели после посадки? Какие ощущения были? Не боялись сесть заново за штурвал? Да нет, следующий рейс у меня был через 2 месяца, и рейс у меня был мирный, Новосибирск-Санкт-Петербург. Да нет, я наоборот соскучился, я даже 2 месяца для меня очень большой отдых получился. Никакого страха или боязни не было. Я, честно говоря, соскучился по штурвалу, и с таким удовольствием я слетал этот рейс, даже как сейчас его помню. Вы не увлекаетесь коми-культурой? Коми-культура нет, но книжки мне интересны читать, да, и особенно про Ижму, вот, фотографии старинные интересно смотреть. Поэтому нет-нет, я слежу за историей Ижмы, за ее жителями, ну и что вообще происходит в поселке. Неделю, богатую разными мероприятиями, разбавил тренировками по воркауту. Несмотря на холод, на площадке было много ребят. Я сильно не тренировался, лишь учил стойку на руках. Пока собираются ребята, разогрелся, уже холодно. Обратно одел бутики. Как оказалось позже, на улице было минус 15 градусов. Вот и настало время рассказать о проекте. Я задумал снять короткометражный фильм по рассказу Елены Евгеньевны Афанасьевой «Кудж». Елена Евгеньевна – член Союза писателей России. Пишет стихи и рассказы на коми-языке. Автор книг Эжер Вежер, Калиник Лебач, Ву и других.
Фух, закончил. Уже вечер, во дворе темно. Сейчас отправлю Елене Евгеньевне, самому автору. Пускай оценит мой сценарий, скажет, что надо исправить, исправим, и можно считать, что до 30 января уложился. Благодарю всех, кто материально помогает развиваться моему каналу. Только с вашей помощью качество контента станет намного лучше, чем сейчас. Спасибо за просмотр, если понравилось видео, поделитесь им с друзьями. Бомбим! Всем лав, с вами Чернов.